Доклад о свободе вероисповедания, который ежегодно публикуется Министерством иностранных дел США и в котором детально рассматривается ситуация со свободой вероисповедания в каждой стране, был объявлен на встрече с участием Майка Помпео. Международный отчет о свободе вероисповедания за 2019 год, объявленный госсекретарем США Майком Помпео, показал, что преступления Коммунистической партии Китая против уйгуров и других мусульман продолжаются. Восточный Туркестан впервые упоминается в данном документе. Согласно полученным данным, по сравнению с предыдущими периодами, в 2019 году в концентрационные лагеря было отправлено гораздо больше уйгуров. Помпео отметил, что Пекин продолжает оказывать давление на Восточный Туркестан, Тибет и Гонконг. Мы выступаем за свободу религиозных убеждений. Что касается Китая, то правительство этой страны ограничивает свободу верующих, заявил Помпео. Другим методом репрессий, который особо отметил Государственный департамент США, стало принуждение детей-мусульман к изучению ханьско-китайской культуры, китайского языка и коммунистической идеологии. Согласно информации, предоставленной агентством Bitter Winter, наряду с устранением полумесяца с минаретов и куполов мечетей, расположенных в различных провинциях, коммунистическая администрация Китая планирует превратить Восточный Туркестан в регион, где все здания будут выглядеть в китайском стиле. В начале марта китайские власти объявили о реконструкции 40 мечетей в городе Линься, провинции Гяньсу. По словам одного из китайских мусульман, который предпочел скрыть свое имя, были полностью разрушены мечети Наньгуан, Цяньхэй и Бэйцзячжуан. Корреспонденты Bitter Winter выяснили, что управление города Линься придало многим мечетям национальный колорит. Преобразование региона было ускорено после того, как в прошлом году Си Цзиньпинь посетил провинцию. Во время видеоконференции, состоявшейся между канцлером Германии и премьер-министром Китая, Ангела Меркель обратилась к китайским властям с просьбой обеспечить иностранным компаниям более широкий доступ на внутренний рынок. Цитируя Меркель, представитель правительства Германии Штефан Зайберт сообщил, что предпринимаются шаги по улучшению положения иностранных компаний, работающих в Китае, и в этом контексте подчеркивается важность инвестиционного соглашения между Европейским Союзом и Пекином. Ангела Меркель отметила, что продолжение свободной торговли на основе международных правил окажет положительное влияние на укрепление Всемирной торговой организации и развитие двусторонних отношений, которые отвечают интересам Германии. Американская компания видеоконференц-связи Zoom приостановила деятельность группы китайских активистов, которые отметили события, произошедшие в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Компания обвинила создателей группы в несоблюдении местных законов. Группа «Гуманитарный Китай», состоящая из китайских активистов, проживающих в США, организовала мероприятие на платформе Zoom, в которой приняло участие около 250 человек из Китая. Активисты сообщили, что через несколько дней учетная запись группы в Zoom была заблокирована. Сразу после заявления активистов компания опубликовала краткое сообщение, в котором отмечалось, что во время конференции, в которой участвуют лица из разных стран, должны соблюдаться местные законы. Компания сообщила, что позже учетная запись группы будет активирована. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда, которые вели расследование по делу американских солдат, обвиненных в преступлениях против народа Афганистана. В рамках защиты американских военнослужащих и национального суверенитета Трамп подписал указ, который положит путь к введению экономических санкций против должностных лиц Международного уголовного суда, непосредственно принимавших участие в расследовании и пресечении американских военнослужащих без согласия Соединенных Штатов, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. В заявлении было отмечено, что рассматривается и продление срока действия визового ограничения, введенного для сотрудников Международного уголовного суда и членов их семей.